И скоро месяц уж покинет небес далеких облака. Земфиры нет, но вот она, за ней следом по степи юноша спешит. Цыгану вовсе он не ведом. Отец мой, веду я гостя за курганом, его в пустыне я нашла и в табор на ночь зазвала. Он хочет быть, как мы, цыганом, его преследует закон, но я ему подругой буду. Его зовут Олег, он готов идти за мною всюду. Я рад, останься до утра под сенью нашего шатра, или пробудь у нас и доли, как ты захочешь, я готов с тобой делить и хлеб, и плов. Будь наш, привыкни к нашей доле, трудящей бедности и воле, а завтра с утренней зарей в одной телеге мы поедем. Примись за полностью с любой, железо закуй и песни пой, и дело ходить не видел. Я остаюсь. Он будет мой, кто же от меня его отгонит? Но поздно, месяц молодой зашел, поля покрыты мглой, и сон меня невольно клонит. Скажи, мой друг, ты не жалеешь о том, что бросил навсегда? О чем жалеть, когда б ты знала, когда б ты воображала неволю душных городов? Там люди в кучах за оградой не дышат утренней прохладой, не вечным запахом лугов. Любви стыдятся, мысли гонят, торгуют волей своей, и головы пред идолами клонят, и просят денег в цепей. Но там огромные палаты, там разноцветные ковры, там игры, шумные пиры, уборы дев там так богаты. Что шум веселья городских, где нет любви, там нет веселья. А девы, как-то лучше их, без нарядов дорогих, без жемчугов, без ожерелий. Не изменись, мой нежный друг. А я одно мое желание с тобой делить любовь досуг и добровольное изгнание. Прошло 2 лета, так же бродят цыганы мирною толпой. Везде по-прежнему находят гостеприимство и покой. Отец, она меня не любит. Утешься, друг, она дитя, мое умение безрассудно, ты любишь горестно и трудно, а сердце женское, шутя. Олегу спит в его уме, видение смутное играет. Он с криком, пробудясь во тьме, ревниво руку простирает. Его подруга далека, встает он, из шатра выходит, вокруг телег ужасен бродит. Нетерпеливо он идет, куда зловещий след ведет. Идет и вдруг, или это сон, вдруг видит близкие 2 тени, и близкий шепот слышит он над обесславленной могилой. Пора, постой. Пора, мой милый. Нет, нет, постой, дождемся дня. Уж поздно. Как ты робко любишь, минуту, Ты меня послушаешь. минуту. Если без меня проснется муж, Проснулся я, куда вы? Не спешите оба, вам хорошо и здесь сугроба. мой друг, беги, беги. Постой, куда красавец молодой? Бежи! Умирай. Олега! Олега, ты убьешь его! Взгляни, ты весь обрызган кровью! О, что ты сделал? Ничего, теперь дыши его любовью. Нет, полно не боюсь тебя. Твои угрозы презираю, твое убийство проклинаю. Умришь и ты. Восток Деницы озаренный сиял, Олега за холмом, с ножом в руках, весь окровавленный, сидел на камне гробовом. 2 трупа перед ним лежали, убийца страшен был лицом. Цыганы робко окружали его встревоженной толпой. Могилу в стороне копали, шли жены скорбной чередой, их очи мертвых целовали. Старик-отец один сидел и на погибшую глядел, в немом бездействии и печали. Подняли трупы, понесли, и в лоно хладной земли чету молодую положили. Олега издали смотрел на все. Когда же их закрыли, последней гостью земной, он молча, медленно склонился, из камня на траву свалился. Тогда старик, приближаясь, рёк: Оставь нас, гордый человек, мы дикие, нет у нас законов. Мы не терзаем, не казним, не нужно крови нам и стонов. Но жить с убийцей не хотим. Ты не рожден для дикой доли, ты для себя лишь хочешь воли. Ужасен нам твой будет глаз, ты зол и смел, оставь же нас. Прости, да будет мир с тобою. Проблема наша – это перенасыщенность школы. Сейчас, если хотите, мы пройдем по кабинетам, по учебным. Пойдемте.
Спасибо большое. В этом мире огромном, в котором живет я и ты, не хватает теплоты. Нет, у нас будет на урок по родоноведению, здоровая пища жизни человека. Еще нам показали. Вот это вот. Школа, вот они говорят, чипсы, нельзя есть, жвачку жевать, вот за то, что мы все боремся. Вот это они сейчас будут все, как говорится, убирать в мусорное ведро. Да, это дети, кружок у нас есть. Да. Там все ему Творчество. Аплодисменты. Сейчас команда, начинайте. Какая? 50 баллов. Давайте, числа 50. Я это буду говорить на Кино, искусство, театр, культурного народа. Третий этаж, Кыргызстанды, 2 КВ. Воду Иван, вот это, Мадарьят, и Народ, мы вот это все делаем. Ну, если хотите дальше, ну, уже очень. Мы уже заказали. Да, вот это все у нас будет полный комплект. Потому что дети талантливые, любят танцевать. Вот, и это я хочу развить. Родители шили, вот допустим. Это тоже родители шили. Попечительский совет. Очень. Пойдем, давай. Теперь Ладно, жасап. у нас один ребята. Они здесь. Школа, закон. Они наоборот говорят. Сколько родителей это очень большой труд. Вот если мы пойдем, сахар, крупы, там картошка, все, вот, чтобы аккуратно было, вот это мы... Работает? Есть кофе, есть чай. Нет. К чему это? Потому что меня все говорят, погода. Каймес міндат рукавы, мейманда, отырса, саламат создавы, манку мейманда, джанахам банду, холоста. Здравствуйте еще раз, дорогие гости. Мы рады видеть и приветствовать вас в средней школе имени Курской. Я директор школы, Подскарова Надежда Казимовна. Мугалим Кир, а, помогу, если ты там за
мектебим. Щедрость – главная черта учителя, который в любое время суток спешит на помощь своим детям, отдавая им все свои знания, умения и навыки. Вот такой учительницей является моя учительница по географии Минура Султанова, которая еще является победительницей конкурса «Мухты Мугалим» 2016 года. А еще она уже в течение 5 лет работает с фондами, и дети ее очень любят. Ойлор менен тамакытта өтүп кеч, болууданын балдар менен тилектеш, мындан өткөн бакыт жоктур өмүрдө, мен мугалим пайгамбарга кесиптеш. Өмүрүмдү карап турсам күзгүдөн, миң балалуу болгонго да өлгүрөм. Мээрибине аралашкан ар күнү, мектеп менин бала чакам үй бүлөм. В нашей школе все от родителей. Родители оказывают колоссальную помощь в школе. Вот такой родительницей, активной родительницей является Данабекова Назгуль, которая очень хотела, чтобы все ее дети учились именно в нашей школе. Тарбия үйдөн башталат, таасири менен даңкталат, көйгөй чыкса баланын мектеби менен таанышат. Баланын окуп мүнөзүн, анын да тилин табышат. Самой лучшей ученицей нашей школы является Замирбекова Зарина, которая является победительницей ученической олимпиады областной и участница республиканской олимпиады 2018 года. Сапаттуу билим алууга санаалаш болуп калганмын, аралыктан дос күтүп, бир тууган болуп калганмын. Кыргыз тил окуп күнүтүн Таймаштарга барганмын. Намусту колдон бербестен көтөрөм кыргыз байрагын. В нашей школе работает ученическое самоуправление и возглавляет его Ураимова Айназик. Она также является президентом молодежной организации, избранная всеобщим ученическим голосованием. Өзүн-өзү башкаруу, бул уюмдун башаты, демилге биз жогорку билим сапаты, олимпиада, таймаш тесттер жагынан жеңүүчүбүз биз дагы багынган. Долбоор менен түрдүү иштер аткарды, айтуу үчүн убакыт керек 4 саат. Без кровеносных сосудов школа не может существовать. Все, что у нас в школе есть, все наши достижения, это именно работа команды. А теперь я хочу рассказать вам коротко историю нашей школы. В 1940 году наша школа существовала как начальная школа имени Маленкова. Обучение велось на 3 языках – узбекском, киргизском и русском языке. В 1947 году наша школа носит имя Надежда Константиновна Крупская, но она уже 8-летняя школа. И только в 1966 году школа опять носит статус средняя школа имени Надежды Константиновны Крупской. Вот. И для этой новой школы было построено современное, трехэтажное, красивое здание, где были лингофонные кабинеты. Кстати, я училась именно в этой школе. В нашей школе есть своя атрибутика, есть свой герб. Вы видите на нашем гербе детей европейской и азиатской наружности. Можно заметить, какие теплые между ними отношения. Вот. Это дети нашей многонациональной школы. У нас учатся узбеки, киргизы, русские, татары, химшилы, уйгуры, казахи и многие другие дети. Книга и глобус, они олицетворяют знания наших детей, стоящих
на пути к изучению мира через качественное обучение. За символом солнца много красного цвета. Красный цвет – это цвет победы, да? Это цвет победы наших учеников во всем. А также он обозначает многогранность и могущество нашего государства и нашей школы. Вся эмблема окружена сине-красными цветами. Это, значит, эти линии беспрерывность обозначают. Также они обозначают голубое небо над нашими головами и над нашей зеленой родиной. И также оптимистичность взглядов наших учеников в будущее. Также в школе у нас есть свой гимн, который написала наша учительница по киргизскому языку Нурманатова Майра Меджикир. Мектептің проблемасы, мектеп оқушыларының білім сапатын инновациялық малар арқылы көтеру менен интернациялық